Здравствуйте, я Увар Владислав, ученик 7 класса Амгинского лицея. Позвольте представить вам нашу проектно-исследовательскую работу «Зимняя дорога в Якутской тайге». Яркой страницей гражданской войны в Якутии является героическая оборона Сысыл-Сысы протяженностью 18 дней, названная Ледовой осадой. Этот бой поставил точку в гражданской войне в Якутии, однако нигде в исторической литературе практически не упоминается. Преподносится в редких исследованиях и очерках, например, в книге самого участника Ивана Яковлевича Строда в Якутской тайге, Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» и в книгах историка Владимира Пестерева. В связи с этим было принято решение о создании картирования местности с помощью 3D-моделирования, где были бы размещены данные о территории боевых действий в период Ледовой осады. Проект приурочен к празднованию столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики и столетию героической обороны Сысыл-Сысы. Впервые создается карта боев гражданской войны в Якутии с применением геоинформационных систем, космоснимков, спутниковых карт, топографических карт. Практической значимостью является развитие интереса учащихся к истории гражданской войны в Якутии и в Амгинском районе, пропаганда и популяризация знаний о гражданской войне в Якутии, воспитание уважения к боевым традициям старших поколений, привлечение подростков и молодежи к участию в краеведческой деятельности и поисково-исследовательской работе родного края, воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. Объектом исследования является движение войск основных лиц гражданской войны в Якутии Ивана Яковлевича Строда и Анатолия Николаевича Пепеляева. Предмет исследования – хронология боевых действий в местности Сысыл-Сысы. Мы использовали методы исследования, описания и фиксация данных на бумажном и электронном носителях, сбор сведений из книг, архивов, музеев, анализ собранного материала, компьютерная обработка данных, составление 3D-карты. Целью исследования является изучение и анализация всех фактов из различных источников о гражданской войне в Якутии, реконструкция исторического события, создание и картирование местности с помощью 3D-моделирования, где размещены данные о территории боевых действий в период гражданской войны. Также местности боя Сысыл-Сысы с целью воссоздания наиболее полной картины Ледовой осады. Мы выполняли задачи изучения, обобщения и систематизацию архивных материалов, фактов и документов, встреча с жителями и родственниками участников Ледовой осады, систематизация и анализ о гражданской войне в Якутии, изучение боевых действий в местности боя Сысыл-Сысы, составление 3D-карты боев гражданской войны в Якутии. На данном слайде вы видите карту гражданской войны в Якутии. Иван Яковлевич Строд. Советский военачальник, участник Первой мировой войны, а также гражданской войны в Сибири. Известный советский писатель-мемуарист, жертва репрессий 1937-1938 годов. Анатолий Николаевич Пепеляев. Русский военачальник, участник Первой мировой войны и гражданской войны на стороне белых на Восточном фронте. Один из самых молодых генералов в истории России. Отличился занятием Перми и походом на Якутск. После добровольной сдачи в плен в 1923 году провел в местах заключения почти 15 лет, после чего был расстрелян. В Аласе Сысыл-Сысы, окруженном крутыми холмами, стояли 7 якутских юрт, в которых разместился сводный отряд Строда на усадьбе Кармановой. Алас Сысыл-Сысы, усадьба Кармановых, являющийся местом героической обороны отряда Ивана Яковлевича Строда для защиты Якутска от наполеоновских планов Анатолия Николаевича Пепеляева по захвату города Якутска и дальнейшему продвижению по северу для захвата Москвы и очищения от большевизма. По маршруту боев гражданской войны использованы карта Амгинского улуса, схема Аласа Сысыл-Сысы, генплан села Абага, топографическая карта масштаба 1 к 200 тысячам, генеральная карта Якутской области. Топографическая карта – основной графический документ о местности, содержащий точное, подробное и наглядное изображение местных предметов
и рельефа. Интерпретация топографической карты в местности Сысыл-Сысы. На топографической карте видно, что вокруг Аласа Сысыл-Сысы стоят крутые пологие холмы высотой от 157 до 168 метров. Большое количество средних и малых озер шириной от 45 до 356 метров и длиной от 51 до 423 метров, а также окруженный таежным лесом. 30 августа 2018 года Амгу посетили прямые потомки последней осады Гражданской войны, командира Ивана Строда и генерала Анатолия Пепеляева. В заключение проанализировано движение отрядов Ивана Ильича Строда и Анатолия Николаевича Пепеляева, выделены маршруты их движения, определен расклад сил, отрядов, количество потерь, вооружения, анализированы существующие картографические материалы на основе топографических карт, определено влияние рельефа, местности на ведение боевых действий. Дальнейший этап работы будет заключаться в создании морфометрического анализа рельефа и создания самой 3D-карты Аласа Сысыл-Сысы. Спасибо за внимание.